Успех любой реформы зависит от эффективности ее исполнения в регионе. Дмитрий Медведев провел селекторное совещание. Соединение стаканчика с корпусом является последним этапом сборки насоса «Ручеек» перед заключительной проверкой на испытательном стенде. Вот где фраза «ударными темпами» как нельзя кстати. Расскажем о деятельности и перспективе Назрановского завода электродвигателей малых мощностей. Старинный дом, обустроенный полностью по ингушским традициям. Это место станет своего рода музеем. Как города и населенные пункты готовятся к юбилейным торжествам. На очереди Малгобек с его сюрпризами. В ходе сегодняшнего рейда зафиксирован целый ряд нарушений ПДД. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности. На авось надеется только бессмертный. Как избежать ДТП, если все вокруг этому способствует, пытаются разобраться в ГИБДД. Возможности открываются на полном серьезе огромные, и практически это гарантированное поступление в любой вуз, любой университет, который ты захочешь. Отучились на все 100, или почти. Абитуриенты с законными привилегиями. Как готовятся к выпускному с легким сердцем. Добрый вечер, это новости 24. Вопрос совершенствования контрольно-надзорной деятельности обсуждали на селекторном совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева. Премьер отметил, что успех любой реформы зависит от эффективности ее исполнения в регионе. Глава Кабмина считает, что нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза несерьезная. Также он отметил важность повышения доверия бизнеса к государству. Ну а главное, чего надо добиться, по мнению Медведева, это изменить философию с принципа «найти нарушение любой ценой» до партнерского подхода. Также на совещании прозвучали доклады о ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» министра страны по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, генерального прокурора страны Юрия Чайки. Приоритетные направления государственной политики, определенные в указах президента России Владимира Путина, обсудили на совещании у Юнусбека Евкурова. Этот документ стал основополагающим и служит главным ориентиром для профильных министерств и ведомств. Какие показатели в этом году достигла республика и какие направления необходимо подтянуть в нашем следующем материале. Уровень заработной платы бюджетникам – один из важнейших вопросов майских указов президента страны. В соответствии с официальным данным Росстата, показатели средней зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы по итогам первого квартала 2017 года составили: педагогические работники общего образования – 21,5 тысячи рублей от среднемесячного дохода, врачи – 28 тысяч. Мы все показатели 597 указа исполнены. Проблем на сегодняшний день по достижению этих показателей у нас нет. Единственное, я хочу обратить внимание Министерства здравоохранения и Министерства образования. Там у нас по врачам и младшему медицинскому персоналу чуть-чуть снижение в процентном отношении, но это допустимое снижение, но по итогам 9 месяцев этого не должно быть. В принципе, это мы контролируем. В Ингушетии благодаря расширению механизмов поддержки предпринимателей в последние годы наметились тенденции повышения инвестиционной привлекательности региона, которая обеспечила рост объемов инвестиций за последние 5 лет в 2 раза. Об этом доложил министр экономического развития республики Умалат Таршхоев. По результатам проведенной работы по оценке Ингушетия-Стата объем ВРП в 2015 году составил 54,3 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций в 2015 году составил 19,7 миллиардов рублей. Отношение общего объема инвестиций к ВРП составляет 36,2%, что соответствует показателю, установленному указом номер 596. По прогнозу на 2016 год общий объем инвестиций составит 19,97 миллиардов рублей. При прогнозном уровне ВРП в 63,8 миллиарда рублей отношение объема инвестиций к ВРП составит 31,3%, что соответствует показателю, установленному указом. Глава республики отметил, что все вопросы реализации майских указов президента страны должны быть на особом контроле. И правительству необходимо раз в месяц заслушивать доклады о том, что сделано по каждому пункту. Есть ряд указов, где мы не всесильны, это в том, что 100% обеспечения дошкольными учреждениями
остальное у нас должно быть выполняться. Для этого я еще раз повторяю и вам, и руководителю аппарата плановые совещания проводить, чтобы не срывать этот процесс. Главе администрации вместе с аппаратом правительства разработали график проведения совещаний именно по исполнению майских указов, чтобы самое пристальное внимание к майским указам, чтобы было. Контрольное управление держать этот вопрос на контроле. График положить с собой. Обращаю внимание, что это может быть обсуждение всех вопросов сразу, как сейчас. Это может быть вопрос индивидуального обсуждения какого-то конкретного вопроса, какого-то министерства. Или это вопрос, связанный с заработной платой по экономике, к примеру. Или это вопрос, связанный с еще каким-то вопросом, отдельным направлением. По мнению Юнусбека Евкурова, необходимо улучшать показатели по каждому направлению, стремиться к уровню других регионов России. Зульфия Мислаурова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамазан Ахильгов, Новости 24. Рентабельным и конкурентоспособным станет Назрановский завод электродвигателей малых мощностей. Вторую жизнь предприятие обрело благодаря федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия». После технического переоснащения здесь планируется осуществлять производство насосов и плафонов. Сюжет Саида Куштова. Закончив установку последнего оборудования по изготовлению насосов, в марте текущего года завод электродвигателей малой мощности был запущен. Уже скоро будет официально подписан первый серьезный контракт. Заказчик – предприятие по производству светодиодных ламп, для которого завод малой мощности будет изготавливать плафоны. Первый заказ на 26 тысяч плафонов в год уже частично выполняется. У нас первый договор есть на 18 миллионов. Думаем, это 5 деталей пока, по крайней мере, но у них еще 12 деталей. В общем, все на грани переговоров. У них пока денег нет, и полностью работать на них тоже я не могу, потому что мне нужно платить зарплату людям. Поэтому мы частично выполняем их заказы, частично выпускаем насос. Работа по цеху идет полным ходом. Юсуп Мардиев благодаря специальному станку расплавляет пенопласт. Для каждого продукта предусмотрена своя консистенция. Специалист показывает, как создаются плафоны, благодаря которым в скором времени будут освещаться подъезды, улицы и дома. Смысл работы аппарата в данный момент я могу показать. Подводится шнек, соответственно подводится форма. После зажатия формы происходит литье пластмассы. Данную работу сейчас выполняем. Для улучшения производительности завода закуплено специальное оборудование. Автомат продольного точения корейского производства облегчает работу. Оборудование достаточно настроить на нужную программу, и оно автоматически будет изготавливать детали. Его стоимость почти 8 миллионов рублей. Первый рабочий день токаря Алисхана Мурзабекова проходит на заводе насыщенно. За короткий период он должен научиться работать с совершенно новым для него аппаратом. Вот сейчас в отпуске в данный момент пришел сюда и дал Эндели. Если получится освоить аппарат, останусь здесь и буду работать. Сегодня завод выпускает 2 вида продукции. Это электронасосы и плафоны для освещения. В скором времени руководство завода планирует запустить в производство автомобильные фильтры. Пока идеи находятся на стадии изучения рынка потребителей. Мы сейчас изучаем рынок, какие фильтры более уходят и более. Это можно и на легковые автомобили, и на любые грузовые, и даже на импортные. Планируем. За счет этого получится, если дело в том, что для того, чтобы завод хорошо функционировал, нужно широкий ассортимент. Главными поставщиками подобной продукции в России до сих пор являлись китайские производители. Но теперь продукция республиканского производства уверенно возвращается на рынок. Соединение стаканчика с корпусом является последним этапом сборки насоса «Ручеек» перед заключительной проверкой на испытательном стенде. Саид Куштов, Магомед Урусханов, Новости 24. Исполнение решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии республики обсудили на заседании АТК. Так, на 1 июля текущего года на контроле аппарата находились 20 протокольных поручений НАК. Все они исполнены в полном объеме и установленные НАК сроки. Секретарь республиканского АТК Руслан Гелисханов также рассказал о работе АТК за первое полугодие текущего года. Проведено 4 заседания республиканского АТК, в ходе которых рассмотрено 9 вопросов. По результатам рассмотренных вопросов ответственным министерствам и ведомствам дано 98 поручений, из которых 81 исполнено, 8 находятся на контроле, 5 поручений еще не исполнены. Юнусбек Евкуров в свою очередь отметил, что необходимо уделить более пристальное внимание вопросу контроля за исполнением протокольных решений заседания АТК. Глава считает, что проработать вопрос наказания министерств и ведомств, а также руководителей муниципальных образований, которые не выполняют возложенные на них поручения, либо исполняют их в неполном объеме или с нарушением обозначенных сроков.
25-летие приближается к региону. Свой юбилей республика отметит с размахом. Торжества назначены на 11 июля, в день государственного флага региона. Малгобекчане планируют встретить годовщину народными гуляниями. Там сейчас готовят развлекательные мероприятия и благоустраивают родной город. Обо всем по порядку расскажет Индира Манкиева. В честь празднования 25-летия республики в Малгобеке пройдет целая программа культурных мероприятий, но, пожалуй, самое значимое из них – это открытие памятника Ахмеду Катиеву, бывшему секретарю Совета Безопасности. Это человек, который внес весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе, был патриотом и помог не потеряться в жизни десятку молодых ребят. По мнению главы города, молодое поколение просто обязано знать его историю и брать пример. У нас памятник Бересту, который водрузил знамя победы над Рейхстагом. Ну и вот сюда мы приближаемся. Это место, где будет установлен и открытие памятника в честь Ахмеда Катиева, героя России. Сегодня вот данное место мы так спланировали, чтобы здесь сделать все-таки такую аллею славы, чтобы она получилась. Ну и начали, как город воинской славы, с Береста, ну и потихоньку переходим к своим землякам. Значит, почему решили Ахмеда памятник здесь установить? Значит, Ахмед, он является примером для всей молодежи, для не только молодежи моего поколения, для всех жителей нашей республики является примером. Сегодня его заслуги перед народом Республики Ингушетия были отмечены. Еще один подарок для города воинской славы – новый сквер. Жители этого района давно мечтали о детской площадке и автостоянке. В скором времени все это у них появится. Работники администрации приехали сюда, уделили внимание нашей проблеме. Не только парковка, во-первых, игровая зона, площадка и строительный мусор здесь лежал. Работ хоть и много, но власти города все же обещают, что к 11 июля, в день официального празднования Дня Республики, сквер будет открыт. Желаний много и хотелось задумок много, но мы хотели бы сделать такой маленький фонтанчик здесь организовать. Ну и для детей такую площадку, чтобы можно было и на коньках покататься роликовых. Вот такая работа начата здесь, это по поручению главы республики, 25-летию. Кое-какие вопросы у нас по ходу возникают работы. Это, значит, надо убрать эту газовую линию. Принято решение ее пустить под землей. То есть сейчас такие технологии это все позволяет. Поэтому мы решили и по просьбе жителей этого дома решили организовать здесь такую стоянку им. В городе воинской славы высажена аллея в 150 саженцев. Уже через 10 лет этот парк будет еще одним излюбленным местом горожан. Также в скором времени в городе откроется еще и дом Сакля. По-другому это будет старинный дом, обустроенный полностью по ингушским традициям. Это место станет своего рода музеем. Все гости и жители республики в любое время смогут заходить сюда и осмотреть этот дом, немножко почувствовать себя в той атмосфере, в которой жили наши дедушки и бабушки. Основная идея автора дома-музея – сохранить и пронести сквозь поколения традиции народа. Ждать открытия недолго. Строительство обещают закончить уже этой осенью. Также глава города рассказал, что малгобекчане вместе со всей республикой будут отмечать день рождения родного края народными гуляниями. Для создания праздничного настроения администрация города подготовила развлекательную программу. К 25-летию у нас в городе, значит, мы уже открыли детский развлекательный торговый центр, открыли по улице Базоркина. Значит, помимо вот тех, что будут проводиться у нас в Магасе мероприятия, то есть в основном массовые все празднования перенесли в Магас. В Малгобеке у нас будет на центральной площади организовано такой мини-концерты для жителей, то есть гуляние, это в парке. Сегодня, ну и объявлено, чтобы все и детские лагеря, которые на территории города сегодня работают, чтобы в парк вышли, значит, бесплатные качели, бесплатная раздача мороженой к 25-летию. Ну, в общем, такие скромные городские гуляния будут проходить. Значит, дальше будем стараться как-то сделать к вечеру программу такую. Это на стеле памяти город воинской славы. Тоже планируем там сделать такой вечерний небольшой концерт. Во время Второй мировой войны, не пропустив врага, Малгобекская битва решила судьбу большой страны и своей республики. Поэтому Малгобек по праву признали городом воинской славы. Без положительного исхода одной из самых важных оборонительных операций на Кавказе сегодня мы вряд ли смогли бы похвастаться расцветающей и развивающейся республикой. Индира Манкиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Подготовка к юбилейным торжествам осуществляется сразу по нескольким фронтам. Театрализованное шествие, концерт на площади у Башни Согласия и небольшой флешмоб. Все это сейчас репетируют в пожарно-спасательном колледже в Сунже. Символично, что день рождения Ингушетии здесь будут отмечать практически наравне с новосельем. Репортаж Мадины Пугоевой. Подготовкой юбилейных мероприятий занят Михаил Высоцкий и его команда. Уже скоро жители республики смогут насладиться ярким и незабываемым шоу, один из эпизодов которого будет посвящен символу Ингушетии, так называемое рождение флага. В этом небольшом флешмобе примут участие более 50 человек. На глазах у зрителей из кусков, из лоскутков большой ткани, это сейчас вы видите веревочки, а вообще это полотнища большие, 1,20 м каждая. Вдруг вот на глазах у зрителя из кусков ткани сложится огромный флаг, который начнет свою жизнь жить. Он начнет шевелиться, появится волна, дрожать. Он то вздыхает, ну как вот живое. А в какой-то момент, я все секреты не буду, потому что это зрелище такое, он вдруг исчезнет и появится что-то другое вместо него. А флаг вдруг поднимется над башней. Несмотря на пасмурную погоду, репетиции не прекращаются ни на минуту. Прогону одного из самых важных эпизодов приближающегося торжества организаторы уделяют по 3 часа в день. Студентам пожарно-спасательного колледжа уже приходилось работать с командой Михаила Высоцкого во время проведения Кавказских игр в Ингушетии, а потому взаимопонимание между участниками мероприятий и организаторами уже достигло своего совершенства. Мы стараемся избегать сложностей, потому что всегда договариваемся. У нас есть просто определенные моменты, когда вот сейчас, допустим, нам нужно выстроить флаг таким образом, чтобы у нас не было провалов, чтобы шло как бы вот по нарастающей, по росту. Только в этом сложность. И в том, что у нас не хватает ребят, поэтому мы поставили девочек. И мы как-то вот сейчас эту ситуацию стараемся сделать, урегулировать. Сами же участники праздничного мероприятия с нескрываемым энтузиазмом и любопытством выполняют поручения команды организаторов. Несколько десятков человек одновременно станут единым целым и предстанут перед многочисленными зрителями в виде ингушского флага. Мне очень приятно было поучаствовать в данном мероприятии, так как ранее я никогда не участвовала в такого рода мероприятиях. И интересно, потому что здесь можно познакомиться с людьми своего возраста, с сверстниками и получить массу интересных впечатлений. Конечно, не обходится без сложностей, но мы стараемся, чтобы все было четко. И интересные моменты, они бывают, конечно, когда мы репетируем и готовимся. Пока студенты пожарно-спасательного колледжа готовят сюрприз республики на ее 25-летие, свой подарок они уже получили. Новый корпус учебного заведения торжественно открыли всего месяц назад. Здесь есть все условия для разностороннего обучения. Помимо основных специальностей, ребята могут освоить и дополнительные. К примеру, в этом кабинете будут осваивать электросварочные работы. Здесь есть специальные столы с вытяжкой, так называемый трубогиб, токарно-слесарный станок и многое другое. А вот по соседству все желающие смогут пройти первоначальную водолазную подготовку. Например, есть лодка спасательная, которой мы выезжаем на реку, на пруд и тренируемся там. И также есть бассейн, где обучаем студентов погружаться и всплывать. Также задерживать дыхание, плавать. И как спасать, самое основное, спасать пострадавшего. Не менее оборудованные классы для практических занятий по пожарной безопасности. Одним из новшеств колледжа стала так называемая бесконечная лестница. Именно на ней студенты учатся справляться с физическими нагрузками. Хорошая подготовка при этом стоит на первом месте, признается будущий спасатель Ахмед Барахоев. Немалую роль в профессии пожарного играют отточенные до автоматизма действия и хорошее снаряжение. Состоит он из каски, ремня, специальной обувь и пожарный топор и перчаток. И есть еще СИЗО-дыхательный аппарат сжатого воздуха, как называют его пожарные СИЗО-средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ну и есть для зрения. И он предназначен для работы спасения людей, непригодных для дыхания в среде газодымозащитников. Впрочем, новшеств с открытием нового корпуса пожарно-спасательного колледжа только прибавилось. Отныне здесь могут учиться не 360, а более 500 студентов одновременно. Такие направления, как пожарная безопасность, защита в чрезвычайной ситуации, сестринское дело, преподаватели начальных классов, дошкольное образование и новая специальность юрист позволят подготовить специализированные кадры для самых востребованных профессий. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Также в амфитеатре началась репетиция одной из театрализованных постановок праздничного концерта «Рождение флага». В этом номере примут участие почти 200 человек, в том числе более 60 детей из различных детских танцевальных ансамблей. Концерт представляет собой тематическое театрализованное шоу, где будет прослеживаться определенный сюжет от начала и до конца. Над подготовкой концерта работает, как уже говорили, заслуженный деятель искусств России режиссер Михаил Высоцкий. Он также организует праздничное мероприятие в честь республики, которое пройдет в Государственном Кремле уже 21 сентября. Организаторы обещают интересное зрелище. Только в одном номере «Рождения флага» спрятано сразу несколько сюрпризов. Флаг из кусочков собирается и образуется огромный флаг Ингушетии. А сейчас вы видите, это как из-под флага появится, не хочется все секреты рассказывать. Там такой сюрприз, когда вдруг флаг исчезнет, а окажется вот ваше будущее, наше будущее. Вот дети Ингушетии. И вот сейчас это вы как раз видите. А так зрителей ждет масса сюрпризов, интересных находок. И будет исторические легенды о башне. Там увидим на глазах, как это все происходило. Только это все в песнях, в танцах, в сказаниях и так далее. Необычная программа ожидает вас, зрителей, к особенному празднику. Между студиями национальной телерадиокомпании «Ингушетия» и Карачаево-Черкесского «Архыз-24» состоялся телемост. Это повод еще ближе ознакомиться с историей двух братских республик, которые в этом году вместе отмечают четвертьвековой юбилей. Ученые, исследователи, артисты, представители властей, видные общественные деятели, стоявшие у истоков двух регионов Кавказа в режиме реального времени, рассказывали друг другу о достижениях молодых республик и поделились планами на будущее. Полную трансляцию телемоста зрители смогут увидеть в эфире НТРК «Ингушетия» 11 июля. Ну а между тем, сотрудники ГИБДД продолжают инспектировать дороги республики. Очередной такой рейд по выявлению нарушителей ПДД провели в Сунжинском районе, в сельских поселениях Нестеровское и Алхасты. Репортаж Юсупа Гелисханова. Водитель этого авто затонировал стекла настолько, что даже силуэт сидящего за рулем разглядеть сложно. К чему такая таинственность и риск, объяснить нарушитель так и не смог. Но после встречи с сотрудниками полиции молодому человеку пришлось снять тонировку с лобового и передних стекол. Тех, кто пытается скрыться от чужих глаз или солнца таким образом, на дорогах немало. Но акцент сегодня инспекторы делают не только на тонировке. Рейд масштабный, а значит, проверять будут всех водителей. Тщательный осмотр прошла и машина Али Хакимова. У водителя со стажем стражи порядка нарушений не обнаружили. Сам автолюбитель отмечает, что на этом участке дороги молодежь любит подрифтовать, особенно в темное время суток. Главной причиной агрессивного вождения и нарушений ПДД он видит в безнаказанности лихачей. колес маркам датос. Дадичи дат, хадичи дат. Джекруг би дина обычно инспектор постоянно хилмогулиос. Бывает неожиданно бошхул, бахкишим лахалуатцар. Ну, харцалилось бы, все равно духохул. Больше всего нарушений у неопытных водителей. Впрочем, у многих нет как практики, так и теории. Незнание правил ПДД приводит к плачевным последствиям. Понятно, что сами лихачи комментировать свое поведение напрочь отказываются. А вот водители со стажем к таким рейдам относятся положительно. Весх Бабхоев за рулем уже 40 лет. Автолюбитель уверен, что постоянная профилактика может улучшить ситуацию на ингушских дорогах. Наш гол حكاية проверки дала трубада гай сделан дать. Соцучи багавы проверить учи багавы айгер хавха машина шортли лизер кегишнаха. Масгурсагу правил соблюдать дизер. Нет вечердики ходол метти гят нет биха хамалмачуды. Инспекторы периодически меняют место локации. Такой эффект неожиданности позволяет застать водителей врасплох. Трасса Нестеровская-Алхасты. Патрульные машины размещены в 3 точках. Сегодня мероприятие проходит спокойно и бросаться в погоню за нарушителями не приходится. Водители подчиняются требованиям инспекторов. Непристегнутый ремень безопасности, выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, тонированные стекла. Это список постоянных нарушений российских водителей. Несмотря на усиленную работу инспекторов, ситуация на дорогах не меняется. Численность ДТП в регионе все еще высока. У нас на территории Республики Ингушетия
происходит ДТП из-за того, что у нас граждане очень быстрые. Каждый должен обратить внимание на себя и начать с себя. Не надо учить кого-то. При остановке какого-то там нарушителя люди говорят, водители говорят, то, что меня не коснется, меня пронесет. Это может случиться с каждым. Нужно как-то сдерживать себя и думать о своих близких, о себе и о окружающих людях. Практически ежедневно социальные сети обновляются видеороликами с мест аварий, и, к сожалению, не так часто участники ДТП могут отделаться легким испугом. Чаще всего это тяжелые травмы, которые кардинально меняют жизнь человека. Инспекторы ГИБДД делают все возможное для того, чтобы минимизировать дорожно-транспортные происшествия и урегулировать обстановку на дорогах республики. В ходе сегодняшнего рейда зафиксирован целый ряд нарушений ПДД. Всех нарушителей привлекут к административной ответственности. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24. О мероприятиях, проводимых оперативным штабом по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения, говорили на встрече главы республики с членами правительства. Так, в оперативный штаб поступили 28 обращений граждан, по которым приняты решения об обеспечении водой автовозами. Обращения в основном были из Плиева, Барсуки, Сагапши, Малгобека. При администрации городов и районов республики созданы рабочие группы по проблемным вопросам водоснабжения. Оперативные группы осуществляют контроль за использованием воды, а также проверяют автомойки республики на предмет использования питьевой воды в технических целях. По итогам совещания Юнусбек Евкуров отметил необходимость ежедневного контроля над функционированием оперативного штаба, в том числе временем поступления обращения и временем решения проблемы, а также о готовности к реагированию на подобные проблемы в вопросах жизнеобеспечения населения. «Единая Россия» берет на контроль качество питьевой воды в регионах. Партийный проект «Школа грамотного потребителя» займется отслеживанием жалоб граждан на качество воды, поступающей в органы Роспотребнадзора. Основная задача – выявление причин загрязнения и выработка рекомендаций по их устранению. Поставка качественной воды в квартиры является важнейшим показателем качества услуг ЖКХ, поскольку от этого напрямую зависит здоровье граждан. Проект направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ и выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Активисты Общероссийского народного фронта запустили проект под названием «Генеральная уборка» или, как его называют иначе, «Интерактивная карта свалок». Программа уже успешно работает в Ингушетии. Ингушскими активистами ОНФ уже удалось ликвидировать несколько свалок бытового и строительного мусора. Любой неравнодушный житель республики также может принять участие в этом проекте. Для этого достаточно зайти на сайт картасвалок.рф и обозначить место, где обнаружено скопление бытового мусора. Кому удалось сдать ЕГЭ так, чтобы поступление в ВУЗ прошло практически незаметно? Какие льготы ждут тех абитуриентов, кто дни напролет корпели над учебными пособиями? Каждый заработанный балл – это, по сути, проездной через приемную комиссию. На тех, кто вовремя это понял, расскажет Ферида Мержоева. В большом зале летнего амфитеатра лучшие выпускники со всей республики. ЕГЭ уже позади, а значит, пора готовиться к самому главному событию в жизни каждого школьника – республиканскому выпускному баллу. Марина Сайнароева держит в руках заветное удостоверение к золотой медали. Саму награду за отличную учебу девочка получит уже в это воскресенье наравне с другими медалистами. Но радует Марину другое – возможность поступить в вуз своей мечты. Я хотела поступить в первый медико-стоматологический университет или в Ставропольский государственный медицинский университет. Я надеюсь стать хорошим врачом. Над выбором профессии выпускница думала недолго, пошла по стопам матери. 93 балла по биологии, 96 по русскому языку. Выполнить программу на максимум помешало разве что волнение на экзаменах и невнимательность. Конечно, главное это готовиться и тренироваться. И самое главное обратить внимание на те темы и на те задания, которые вы хуже всего знаете. Потому что я, когда готовилась, мне казалось,
Я эту тему не знаю, и она, скорее всего, может и не попасться, поэтому я не обращала внимания на те темы, которые у меня не получаются. И именно они меня подвели на экзамене по химии и по биологии в одном задании у меня были проблемы. А вот Ясмин Чапановой пришлось полегче. Девочка сдавала только основные предметы: русский язык и базовую математику. Свои 100 баллов по выборочным дисциплинам абитуриентка Высшей школы экономики заработала задолго до выпуска, став победителем Всероссийской олимпиады школьников. Благодаря льготам исполнилась заветная мечта Ясмин. Было чуть легче именно в период сдачи поступительных испытаний, так как, грубо говоря, уже я свое отработала, и от меня требовалось только на аттестат поработать. Я просто советую всем ученикам, которые сейчас в 9-10 участвовать обязательно в этих олимпиадах, потому что возможности открываются на полном серьезе огромные, и практически это гарантированное поступление в любой вуз, в любой университет, в который ты захочешь. Такая сознательность ингушских школьников привела в этом году к значительному повышению уровня образования более 170 медалистов. Впрочем, в региональном министерстве образования уверены, эти цифры далеко не единственный показатель. Повышенный уровень внимания к развитию системы образования в стране, в частности в республике, дает свои плоды. Улучшился средний балл по таким предметам, как русский язык, 39 в текущем году пока и 30 было в прошлом году. История, информатика, физика, обществознание, литература. И вот то, что я говорю, информатика и литература, для нас это очень важно. Информатика в текущем году пока у нас 26 средний балл, в прошедшем году было 14 баллов. И так как у нас такие предметы, как информатика, математика, география, литература, предметы, которые, грубо говоря, западающие, и когда мы в этих предметах видим позитивную динамику, конечно, система образования воспринимает это с радостью. Ингушские медалисты не рвутся за пределы республики. Они стремятся получить образование в лучших вузах страны, а затем с полным багажом знаний, будучи высококвалифицированными специалистами, вернуться на малую родину и трудиться во благо родной Ингушетии. Сейчас ребята надеются по праву быть зачисленными в первую же волну. Ферида Миржоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Россияне любят отдыхать дома. К такому выводу пришла известная поисковая система. В авангарде внутренний туризм. Самым популярным местом отдыха у россиян на текущий год стал Краснодарский край. Второе место ожидаемо заняла Турция. На нее пришлось 8% запросов. В первую десятку также попали Испания, Италия, Греция. В России самые посещаемые города – Москва и Санкт-Петербург. Все больше туристов прибывает в Ингушетию. И все благодаря уникальному горному рельефу и многовековым башенным комплексам. Только в прошлом году наш регион посетили около 50 тысяч туристов со всего мира. Помимо гор, гостей влекут равнинные достопримечательности и традиционное ингушское гостеприимство. В детском оздоровительном лагере Эрзи прошло военно-патриотическое состязание «Зорница». Ребята до призывного возраста продемонстрировали свою меткость в стрельбе, соревновались в дальности метания гранат и мерились физической силой. Залина Магушкова расскажет об этом подробнее. Дыхание останавливаем, целись и так стреляют. Да? Чтобы кто-то не дергался. Мальчики берут оружие в руки только после практических советов от старших. В этих советах заключены меры предосторожности и секреты меткости. Каждая команда в стрельбе из пневматического оружия может заработать максимум 30 баллов. Между мишенью и стрелком соблюдается дистанция в 10 метров. Каждый участник может сделать 2 пробных и 3 зачетных выстрела. هاخر خوتشو حياته كمان دي يغسك أولش حلقة يولجو صرنا واني جرزيت شخورتها تغو أخبار بالبحر. Состязание «Зорница» проводится Центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот». За все лето этот центр планирует провести «Зорницу» для детей каждого нового потока в 4 детских лагерях республики. Это прежде всего Малгобекский лагерь «Нефтяник», Комарова, Троицкая, а также Армхи и Эрзи Джейрасского района. Преследуем цели, в первую очередь, популяризация военной службы. Надеемся, что данное соревнование в каком-то плане принесет пользу. И думаю, начиная с этого возраста, я имею в виду с школьного, и надо начинать готовить молодежь к военной службе.
В состязаниях участвуют 6 команд, состоящих из 6 человек. В каждом из соревнований выступают только 2 человека от команды. Им нужно показать свои навыки не только в стрельбе, но и в отжиманиях, перетягивании каната и метании учебной гранаты на результат. Команда название Эдельвейс соревнования по стрельбе. Команда ясагу, стрельба шанитка. Тану 3-4 яка, тану 7 яка. И конциденты из ханитка. Гранат бросание из ханитка. Аз 20 яка. В спортивных состязаниях важно не только количество, но и качество. Есть свои правила, которые нужно выполнять. От этого зависит, засчитают ли команде дополнительное очко или нет. За выполнением обязательных условий следят инструкторы молодого патриота. 7, 8. Перетягивание каната – самое последнее состязание. Здесь начинается настоящая борьба, где ребята не жалеют силы. Это единственное состязание зорницы, где участвует полный состав команды. Зорница – командная игра, даже если в каждом состязании выступают только ее отдельные члены. Но личные результаты каждого подростка тоже учитываются. Организаторы были удивлены некоторыми показателями детской подготовки. В номинации «Отжим от пола» парень показал результат 120 отжиманий. По стрельбе, учитывая, что возраст еще маленький у них, у нас сегодня участвуют ребята от 8 до 14 лет. И по стрельбе тоже хороший результат показали. Вот, например, парень выстрелил два раза и получил результат 18. Это, по-моему, это очень хороший результат. После подсчета очков определены результаты соревнований. Первых 3 лучших команд поощрили дипломами. Кроме этого, ребятам вручили спортивный инвентарь. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24. В выставочном зале мемориального комплекса жертвам репрессий открылась фотовыставка «Горная Ингушетия сквозь века», которая приурочена к 25-летию региона. В экспозиции будет представлено около 40 фотографий, потрясающих своей красотой горных пейзажей Ингушетии, вековых башенных комплексов и быстрых холодных рек. Самые старые фото датируются 1910 годом, ну а самые новые сделаны в этом году. Посетить выставку может любой желающий. Экспозиция продлится до конца месяца. Эти фотографии сделаны в начале 20 века в ходе археологических и фольклорно-этнических экспедиций с такими видными учеными-кавказоведами, как Крупнова, Семенова, Ахриева и других. Эти фотографии рассказывают о том, как жили ингуши, их быт и, наконец, как они выглядели. Красота гор до сих пор привлекает к себе большое внимание, неповторимые пейзажи, богатое культурное наследие. И в нашей экспозиции также представлены работы современных молодых российских фотографов, таких как Липкович, Агирова и Шевцова. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.